Здравствуйте, уважаемый жюри, меня зовут Лисов Петя, ученик 7 класса английской школы №1. Руководитель Антония Петровна Иванова Любовь Комарова. Тема моего доклада — переработка отходов крупнорогатого скота калифорнийскими червями для получения использования удобрения в английском языке. Актуальность заключается в обогащении почвы бегумус путем разведения калифорнийского гибрида червей в сельских условиях участка английской станции натуралистов. В связи с критическим состоянием сельского плодородия почвы, экологически опасными переработанными отходы животноводства, остро стоит проблема изыскания местного сырья для производства экологически безопасного и эффективного удобрения. Целью исследования является изучение разведения красного калифорнийского червя в сельских условиях и производства экологически безопасного органического удобрения из местного сырья в виде отходов животноводства. Задача исследования — изучить технологию выращивания содержания пермакультуры, вести исследования наблюдения за ростом численности калифорнийских червей, исследовать влияние бегумуса на рост и развитие растений и сравнить результаты с другими видами удобрений. Вермикультивирование, разведение специальных червей для производства экологически чистых удобрений путем утилизации любых отходов органического происхождения. Вермичерв культивирование, содержание специальных условий. Кокон от 2 до 20 червей, развитие кокона 2-3 недели, возраст полузрелого червя 80 дней, продолжительность жизни 16 лет. Дикий червь живет 4 года. В год червь дает потомство до 1500 червей, течение жизни до 20 тысяч. Длина взрослого червя 8 см, вес 1 грамм. Практическая часть подсчета измерения длины червя есть. Коконов червя похожи на маленькие зернышка, из которых вылупляются от 2 до 20 мальков червей. Размножение только путем откладки яиц. Яйца откладываются один раз в 5-7 дней. Черви гермафродиты. Кокон червей 0,5 см в диаметре. При подсчете измерения один кокон считается за 10 червей. Запускать червей приготовлен субстрат. Плотность закладки червя примерно от 50 особей и выше на 1 квадратный метр. Такая плотность оптимальна для размножения червей. Регулярно увлажнять 2-3 раза в неделю субстрат с червями. Развитие особых калифорнийских червей на подсубстратах. Первый вариант, второй вариант, заложено 50 червей на субстрат. Количество коконов, взрослые ювелирные личинки. Переработка отходов. Домашних отходов, остатки пищи, бумага, картон и так далее. Органические отходы, конский навоз, коровий навоз и листва, мелкие ветки деревьев. Расчет выхода червя 1 квадратный метр. Первый вариант домашних отходов. Второй вариант органических отходов. Научный результат показал вариант органических отходов. Простейшая проверка: необходимо влажность, если субстрат сжать в кулаке, то должна капать жидкость. Надо внимательно следить за влажностью субстрата. Выход биомассы за 1 квадратный метр площади достигает 35 кг за один цикл выращивания червя в бегумусе. Мы наблюдали, как оказывается, когда червь замерзает, как калачик заворачивает кружочек. После заморозки яйца могут на следующий год вылупиться из коконов. Утилизация навоза. Переработка отходов животноводства позволит значительно снизить загрязнение озер и почвы, улучшить внешний облик села, получится эффективное экологически безопасное удобрение. Результаты сравнения бегумуса с другими видами удобрений. Первый вариант — бегумус, второй вариант — сафатка. Лучший результат показал бегумус, потому что растение выглядит более здоровым. Приготовленный вермикомпост успешно принес овощеводство и световодство. Сравнительно данные помидора и внесения бегумуса. Для опыта нами были выбраны помидор космонавт Волкова, который является наиболее адаптированным сортом для наших климатических условий. Мы сравнили бегумус с перегноем и минеральными удобрениями. Лучший результат показал бегумус, потому что растение выглядит более здоровым. Выращивание кустарников из семян и добавление бегумуса. Мы взяли 4 растения: акация, дерен белый, облепиха, яблоня сибирская. Высота растений с бегумусом отличалась на 1 см. Переработка бегумуса сырца — процесс доведения до товарного вида, который включает следующие этапы. Просушка, прощение, расфасовка.
В летнее время просушенным бегумусом сырца лучше заняться в хорошую погоду. Можно расстелить на земле полиэтиленовую пленку, на ней слоем 5-7 см разложить сырой бегумус, который время от времени надо перемешивать для достижения однородной просушки. Выводы. В результате проведенных исследований я пришел к тому выводу: лучше всего необходимо при применении удобрений использовать органические удобрения биогумус. Он, во-первых, экологически чистый, так как растительный и животного происхождения, во-вторых, улучшает физические свойства почвы, повышает качество и увеличивает урожай, в-третьих, обеспечивает крепкую иммунитет у растений, повышая устойчивость к стрессовым ситуациям. Калифорнийский красный червь требует содержания при соблюдении определенных условий, прекрасно размножается и производит плодородный биогумус. Переработка животного воздуха позволит пользоваться как эффективным экологически безопасным удобрением. Использовать новые для нашего региона удобрения позволит повысить урожайность овощных культур, улучшить качество выращиваемой продукции, улучшить структуру плодовой почвы. Таким образом, можно успешно разводить красно-калифорнийского гибридного устного червя на своем участке для производства плодородного биогумуса. Таким образом, помочь природе осуществлять кругозор. Спасибо за внимание.